Добрый вечер, это новости 24. Успешные демографические показатели, низкий уровень смертности, работа, проделанная по улучшению экологии субъекта, безопасность автомобильных дорог. Итоги работы органов исполнительной власти сегодня подвели в парламенте региона. В Народном собрании перед депутатами выступил председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Репортаж Светланы Томовой. В начале своего выступления председатель правительства Зелимхан Евлоев отметил, что сегодняшний отчет является первым для нового состава правительства, которое приступило к работе осенью прошлого года и продолжило курс по обеспечению ускоренного социально-экономического развития республики, обозначенный главой 10 лет назад. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не позволило возникшим общественно-политическим сложностям отразиться на развитии нашего региона. В полном объеме исполнило социальные обязательства перед населением и обеспечила рост ключевых экономических показателей. Деятельность правительства в 2019 году и предстоящий период до 2024 года будет направлена на достижение целей, установленных указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Достижение цели будет обеспечиваться за счет участия в государственных программах Российской Федерации, реализации государственных программ республики и входящих в них федеральных, региональных проектов и иных мероприятий. Республика участвует в реализации 48 проектов, предусмотренных в 12 национальных проектах. У нас подписано 30 финансовых и 38 нефинансовых соглашений о достижении результатов федеральных проектов. Финансовое обеспечение реализации указа в 2019 году составит свыше 5 миллиардов рублей. Зелимхан Евлоев в своем отчете затронул тему демографии. По его словам, Ингушетия очередной год демонстрирует один из самых успешных результатов в стране по демографическим показателям. Численность населения на 1 января 2019 года составила 497 тысяч человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом на 10 тысяч человек. Естественный прирост населения составил 13,2 на 1000 человек. В среднем по СКФО 6,8. По данному показателю у нас вторая позиция по округу. При этом нескольких лет подряд республика занимает первое место в Российской Федерации по показателю средней продолжительности жизни, которая составляет 81,6 года. В среднем по стране 72,7 года. В общей структуре населения доля лиц пожилого возраста составляет 12,6%, доля детского населения 32,1%, что на 10% больше, чем по стране. А Российская Федерация это 22,2%. При этом доля населения трудоспособного возраста составляет 58,4%. В рамках реализации национального проекта «Демография» региональный проект «Старшее поколение» в целях оказания системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения предусматривается строительство следующих социальных объектов. Республиканский реабилитационный центр для инвалидов в сельском поселении Алиют. 5 комплексных однотипных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов вместимостью 50 мест, привязанных к каждому району в сельских поселениях Кантышево, Нестеровское, Жайрах, в городах Назрани и Малгобеке. Стационарный корпус социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов, дом ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Кроме того, в прошлом году из резервного фонда правительства Российской Федерации привлечены средства на строительство психоневрологического интерната в городе Малгобеке, ввод которого запланирован в текущем году. Планируется, что до 2024 года инфраструктура социального обслуживания увеличится в 7 раз. По линии здравоохранения также хорошие показатели, подчеркивает председатель правительства. По его словам, в республике низкий уровень общей смертности населения, который составляет 3,1 на 1000 человек населения. При этом в среднем по стране он составляет 12,4, по округу 7,3. Динамика по показателям смертности по основным классам причин сложилась следующим образом. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 9%. Смертность от новообразований снизилась на 0,4%. Смертность от туберкулеза снизилась на 20%. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
выросла, к сожалению, на 6%, но при этом показатель ниже планового установлен в дорожной карте на 18%. Хочу подчеркнуть, что все обозначенные показатели ниже соответствующих показателей по Российской Федерации и СКФО. Младенческая смертность достигла своего минимума и составила 6,2 случая на 1000 родившихся живыми, что ниже уровня 2017 года на 14%. За 5 лет показатель младенческой смертности снизился 2,4 раза. Вместе с тем, в среднем по Российской Федерации показатель ниже на уровне 5,1 случая. К 2024 году в соответствии с майским указом президента нам необходимо снизить показатель до 4,5 случая. Что же касается системы образования республики, то она представлена 129 школами, 72 детскими садами и 15 организациями среднего профессионального образования. Из общего числа функционирующих школ в двухсменном режиме обучение проводится в 70, в односменном в 59. В отчетном году введены в эксплуатацию 6 школ на 4900 ученических мест. Это 3 школы в городе Назрани, 2 в Малгобеке и школа в Карабулаке. До конца текущего года планируется открытие школы в сельском поселении Кантышево на 540 мест. Также по национальному проекту образования в 2019 году выделены субсидии на строительство корпуса на 250 мест для школы в сельском поселении Яндари. В рамках национального проекта «Современная школа» до 2021 года планируется строительство 12 общеобразовательных организаций на 8600 ученических мест, в том числе 3 в городе Назрани, городах Сунже и Карабулаке, в сельских поселениях Верхние Очулуки, Средние Очулуки, Инарки, Троицкая, Барсуки и Кажево, Яндари. 3 школы предусмотрены к вводу в 2019 году. В результате реализации запланированных мероприятий общее количество школ увеличится до 141. Обучение в одну смену будет вестись в 86 школах, 2 смены в 55. Что же касается направления экологии, то в 2018 году была продолжена работа по улучшению экологического состояния субъекта. Хотя уже на сегодняшний день республика в официальных рейтингах экологического состояния региона в России занимает лидирующие позиции, подчеркнул премьер-министр. По его словам, большой объем мероприятий проводится по созданию условий безопасного обращения с отходами. За счет внебюджетных источников в рамках инвестиционного проекта построен и зарегистрирован в Федеральном реестре первый полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом в сельском поселении Нестеровское. В рамках национального проекта «Экология» в текущем году будет начато строительство объектов обработки и утилизации отходов, в том числе мусоросортировочного комплекса в городе Малгобеке, а также комплексов по переработке твердого пластика в сельском поселении Нестеровское. Также будут ликвидированы крупные свалки в городе Назрани и сельском поселении Нестеровское. А в 2020-2021 годах свалки в городе Карабулаке и Малгобеке. Реализация данных мероприятий позволит качественно улучшить экологическое состояние нашего региона и восстановить земельные участки на площади более 52 гектаров. Остальные имеющиеся 13 старых мусорных свалок также будут подготовлены для включения в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба. В результате совместной работы, проводимой Минприроды Ингушетии, правоохранительными органами, администрациями городов и районов, населением, попытки незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых оперативно выявляется и пресекается. Проведена масштабная экопросветительская работа с максимальным вовлечением населения в решение экологических проблем, результатом которой является 3-я подряд победа крупнейшей экологической акции в стране «Вода России», лидирующая позиция проведения всероссийских экологических субботников «Зеленая весна» и «Зеленая Россия».
В официальном докладе Минприроды России республика признана регионом, оказывающим наименьший экологический вред стране. Безопасные и качественные автомобильные дороги – одно из важнейших направлений в республике, подчеркивает Зелимхан Евлоев. По его словам, на развитие дорожного комплекса в отчетном году направлено свыше 760 миллионов рублей. Общая протяженность введенных в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции в отчетном году составила 33 километра. Удельный вес автодорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составил около 30%. За 5 лет этот показатель снизился на 5%. В 2019 году запланированы работы на 12 объектах. В рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрены к реализации до 2024 года региональные проекты «Дорожная сеть» и общесистемные меры развития дорожного хозяйства. В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» планируется финансовое обеспечение, составляющее 1,8 миллиарда рублей в целях достижения в 2024 году следующих целевых показателей. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, их общей протяженности не менее чем до 70%. Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, аварийно-опасного участка имеется в виду, на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом. По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется размещение одного автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге федерального значения, 2024 год. Внедрение первой интеллектуальной транспортной системы, 2024 год. Увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения до 211% в 2024 году от базового количества 2017 года. Ведутся работы по реконструкции участка федеральной автомагистрали «Кавказ», проходящего по территории республики. Уважаемые депутаты, вы все это видите, какими темпами эти работы идут, глаз радуется. Всего на проведение строительно-монтажных работ предусмотрено 8,7 миллиарда рублей, освоено 1,3 миллиарда рублей. Планируемое освоение средств до конца 2019 года составляет 4 миллиарда рублей или 46% общего предусмотренного лимита. На объекте выполнены подготовительные работы, переустройство линий связи, в том числе волоконно-оптического кабеля. Уложено 2 слоя асфальтобетона протяженностью 13,2 километра. Юнусбек Евкуров в ходе обсуждения документа отметил, что за прошедший период региональный Кабмин выполнил все стоящие перед ним задачи, несмотря на их сложность. По его словам, в 2019 году и в предстоящий период до 2024 года правительству необходимо сосредоточить работу на приоритетных направлениях, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о национальных проектах, и представители всех ветвей власти должны консолидировать усилия, чтобы достичь целевых показателей. Всего республика участвует в реализации 47 федеральных проектов, представленных в составе 12 национальных проектов. Буквально на днях президент Владимир Путин призвал жителей парламентариев активно укреплять обратную связь с институтами гражданского общества, чтобы оперативно носить коллективы своей работы. Это то, что мы сегодня обсуждаем. Парламентарии на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. В ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание. Масштабный проект – это национальный проект, прошу меня обратить внимание. Нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни и вовремя какие-то коррективы носить практическую работу. Это когда вопросы к ним относятся. Эффективность вкладывания средств. Чтобы у нас всегда было так, если мы построили в этом году с помощью, в том числе фонда солидарности, 24 неимущим дали жилье, то мы в процентном соотношении должны увидеть, что ветхое жилье снизилось с этого на это. Мы построили на их отдать. Так нет. То же самое во всех цифрах. Цифрами должны быть показатели. Если мы делаем масштабный проект, а цифры остаются одни, тогда не в ту сторону. Это тоже хотел бы внимания.
Также руководитель региона сделал акцент на качественном исполнении таких федеральных поручений, как завершение реконструкции федеральной трассы, строительство многопрофильной больницы и первого в республике футбольного стадиона, реализация программы «Чистая вода», полная газификация населенных пунктов. В ходе встречи Юнусбек Евкуров также ответил на интересующие депутатов вопросы. Касались они различных сфер жизни региона. Так, депутат Бейал Евлоев интересовался работой исполнительной власти в вопросе обеспечения продовольственной безопасности и улучшения качества жизни. Чтобы вы понимали, не я рисую потребительскую картину, не я рисую цифры по прожиточному минимуму, по доходам, по расходам, по росту, по условиям жизни. Это Росстат цифры. Тут никуда не денешься. Если мы смотрим по стат-данным, да, Северо-Кавказский регион, вы правы, Северо-Кавказский регион намного уступает по заработной плате, среди чиновничьих карат, чем в среднем по России, по зарплате. А Республика Ингушетия, чьих чиновников мы генетически пытаемся ненавидеть, на последнем месте в этом плане. В том числе и зарплаты депутатского корпуса. Мы не от хорошей жизни решили когда-то перейти на оплачивание или не оплачивание депутатов, в том числе, чтобы это было понятно. Насчет нищих и обездоленных, роста или там повышения, у нас с каждым годом снижение в этом плане тоже вопрос. Снижение. И по-другому быть не может, товарищи. Почему? Потому что у нас социально-экономическое развитие ВЦП прошло хорошо. У нас строительство многих социальных и других экономически важных объектов. И, вот это, и в том числе жилье для вынужденных переселенцев, поздновиков. Это как раз есть улучшение жизни человека. Вот эти деньги, которые вкладываются, да, он может, в карман не получил 10 тысяч долларов вместе с квартирой, но он жилье получил. И он уже не работает на то, чтобы снимать жилье. И это не один человек. Это тысячи семей. И, конечно, у этих семей деньги, которые они раньше вкладывали в съем жилья или еще куда-то, они идут на личный доход. Так нет? Конечно, из-за этого идет рост. Именно улучшение жизни населения. Это стартап есть. Вот те вопросы, которые есть сегодня, спокойно вам ответить. И вы тогда видели, даже не просто пригласить, а чтобы вам сюда присылали бюллетень статистический. Раз в месяц он ко мне приходит. Я его читаю. Это было полезно для всех. По крайней мере, хотя бы части, касающиеся по своим комитетам, посмотреть, где мы на каком месте находимся. Социальный блок, здравоохранение и так далее. Конечно, идет рост, и было бы удивительно, если бы при таких вложениях не было бы роста качества улучшения жизни. Руководители министерств и ведомств, в свою очередь, рассказали о планах на текущий год, а также о задачах, поставленных председателем правительства. Предстоящая работа, то, что запланировано, у нас сейчас будет проводиться уже в свете майского указа главы государства и тех задач, поставленных в рамках национальных проектов, тех подписанных соглашений с Республикой Ингушетия о достижении тех или иных показателей. Мы в части природоохранной деятельности участвуем практически во всех федеральных проектах. Очень существенная поддержка оказана при защите всех объектов, большой объем объектов, мероприятий в сфере улучшения экологического состояния, в сфере улучшения развития лесного хозяйства, водных ресурсов. В общем, этот год у нас очень насыщен. На следующий год постараемся еще больше мероприятий, больше охватить всех проблем. Вы знаете, о своем отчете за 2018 год председатель правительства обозначил те позитивные направления в Министерстве спорта Республики. Число занимающихся спортом у нас увеличилось с 16,1% до 21,6%, более 5%. У нас есть динамика в этом направлении. В связи с нацпроектами мы должны довести эти цифры до 2024 года. 55% число занимающихся спортом. Что для этого надо сделать? Во-первых, нам надо открывать спортивные объекты. Если говорить о обеспеченности спортивными объектами, то Республика Ингушетия занимает одно из последних мест на юге России.
Это дело в том, что республика у нас молодая, мы только строимся, только те регионы, которые уже объекты построены 20-30 лет назад, мы только их догоняем. Но с этим нацпроектом мы заложили более 64 спортивных объекта до 2024 года. Если нам удастся реализовать этот проект, мы не то что догоним, будем ровно идти с другими субъектами. Действительно, по докладу председателя правительства было озвучено большие задачи, проделана работа, особенно по нацпроектам, по улучшению и жилья, и другие направления. В сельском хозяйстве у нас повышение продукции 109,7%, более 10 миллиардов 300 миллионов выручки у нас реализованной продукции. То есть была большая задача по сельскому хозяйству. Все индикаторы мы выполнили. В 2018 не было никаких проблем. То есть была очень сложная задача, но это мы выполнили. И задача до 2019 года еще сложнее. Мы в этом году планируем больше от 5 до 10% увеличить продукции. В связи с этим поступают федеральные средства и местные бюджеты. И везде нас поддержал и парламент, и Минфин, и правительство, и глава особенно нам поставил задачу. Мы это выполняем и будем выполнять достойно. Я думаю, в этом году намного лучше у нас будет показатели. Увеличение количества мест в наших школах, сокращение очередности в детские сады, а затем и ликвидация очереди в детские сады, внедрение цифровых технологий в наши школы и в детские сады в том числе, это является важнейшей приоритетной задачей руководства республики. И сегодня в отчете более чем красноречиво, аргументированно и обоснованно об этом председатель сказал. То количество школ, которые мы построили за отчетный период, это 3 школы, 6 детских садов, ярко этому свидетельствует. В завершении своего выступления председатель правительства отметил, что оценивает работу органов исполнительной власти республики положительно. По его словам, год прошел продуктивно и есть хорошая динамика как в экономике, так и в социальной сфере. Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит стратегическая задача, закрепленная в майском указе президента России, а именно осуществление научно-технологического и социально-экономического развития, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24. Защита прав человека и борьба с неправомерными действиями в отношении граждан республики стали основными темами внеочередного заседания Общественной палаты. Инициатором встречи выступили правозащитники из Москвы Светлана Ганушкина, Олег Орлов и Александр Черкасов, которые приехали в Ингушетию с рабочим визитом. Обсудили на встрече и общественно-политическую ситуацию в регионе. В частности, говорили о несогласованных с властями протестных акциях, проведенных в республике, и привлечении к установленной законом ответственности их организаторов и участников. Собравшиеся отметили, что только в диалоге можно найти решение по сложившейся ситуации. К консенсусу готовы как члены Общественной палаты, так и власти Ингушетии. У нас однозначная позиция. Это вызвало еще раз наше пренебрежительное, негативное отношение к этим деятелям, которые возомнили себя национальными лидерами. Мы понимаем, что вовлечены были в эти события, вовлечена была значительная часть молодежи, которая, может быть, не совсем четко понимала происходящее. Сегодня мы пожинаем плоды этих безобразий. Реакция государства, власти точнее, на эти события являются вполне закономерными. Вполне закономерными. В России стартовала акция «Георгиевская ленточка», уже ставшая традиционной в преддверии Дня Победы. Черно-оранжевый символ памяти и признательности тем, кто защитил мир от фашизма. Получить ее можно абсолютно бесплатно в самых оживленных местах необъятной страны, от Крыма до Дальнего Востока. В Центре образования в Магасе к этой миссии решили подойти особенно ответственно. Слово Зелимхану Калоеву.
Память, уважение, гордость, признательность тем, кто защитил мир от фашизма. Георгиевская ленточка как символ всех тех чувств, что так трудно уложить в несколько слов. С сегодняшнего дня и вплоть до 9 мая черно-оранжевые ленты раздают по всей стране и за ее пределами. Люди разных поколений, личные истории, личные трагедии и общая победа. Наша память. Георгиевская лента впервые появилась 26 ноября в 1769 году при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской награды Российской империи. Девиз ордена был «За службу и храбрость». Теперь же георгиевская ленточка символизирует День Победы. Символ стойкости всех эпох еще со времен дореволюционного креста Святого Георгия, потому и ленточка георгиевская. Она украшала советские награды, орден славы и медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Раздавать простой символ, чтобы сказать победителям спасибо, начали в 2005 году. В Центре образования в Магасе поблагодарить защитников отчизны решили одними из первых. Со времен Екатерины и до самых наших дней храбрых и непобедимых в битвах награждали ей. Те, кто бросил вызов смерти, победили, защищали Русь от бед. На Георгиевской ленте дым и пламя тех побед. Из дыма и пламени, с историей о мужестве и подвигах, знамя победы. Их всегда охотно разбирают. Сегодня снова, спустя 74 года после Победного мая, георгиевские ленточки как самый узнаваемый символ триумфа и знак признательности тем, кто ради него сражался. Это символ и памяти тех людей, которые отдали свою жизнь ради нас, ради того, чтобы мы сейчас могли жить, могли развиваться. Это как память тех людей, которые сделали все, чтобы мы сейчас существовали. Акция любимая и всенародная. И сколько еще она продлится, знает вся страна. До Дня Победы 9 мая осталось 2 недели. Главная цель стремления во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская лента для меня, значит, это память о победе в Великой Отечественной войне, о погибших людях, защищая нашу Родину, вообще Россию. На этом символе обозначаются как бы 2 цвета, оранжевый и черный. Черный цвет означает дым, оранжевый типа пламя. Этот символ как бы очень важен для России, потому что для России и бывшего СССР, потому что это означает как бы символ победы и памяти о погибших героях. О символе победы детям рассказывают подробно. Впрочем, о кровопролитных 40-х многие знают с младенчества. Волонтеры раздают георгиевские ленточки в парках, на бульварах и площадях по всей стране. Советуют носить на груди, на лацкане пиджака или пальто. Впрочем, не возбраняется прикрепить ленту на рюкзак или на сумку, лишь бы к символу победы сохранялось должное почтение. Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта. Это символ уважения и к ветеранам и гордости за великую победу. Присоединиться к этой акции может любой желающий. Словом, Ингушетия уже погрузилась в атмосферу победы. Свою георгиевскую ленту в рамках акции до 9 мая успеют получить жители практически всех населенных пунктов республики. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24. Мы едины. Под таким лозунгом сегодня в Ингушетию прибыли участники ежегодного весеннего автопробега. Он стартовал 21 апреля в городе Ростов-на-Дону. Организатором акции уже в 11-й раз выступает Южный федеральный университет. Автопробег проходит в рамках программы молодежного научно-просветительского проекта «Мир Кавказу». Репортаж Микаэлы Тангиева. Только что участники автопробега «Мир Кавказу» пересекли границу Республики Ингушетия. В машинах едут студенты, молодые ученые и сотрудники Южного федерального университета. Колонна машин под лозунгом «Мы едины» стартовала от главного корпуса вуза в прошлое воскресенье. Маршрут этого автопробега больше 2000 километров. Преодолеть их планируют за неделю. Делегация из Ростова уже успела побывать в Дагестане, в Чеченской республике. А сегодня участники акции направляются в Магас. Но прежде небольшая остановка при въезде в столицу Ингушетии. Я в вашей республике впервые. У меня очень большие ожидания, очень красиво. Мы въезжаем в ворота вашей республики. И сегодня надеемся посетить Ингушский государственный университет. Наверное, даже не надеемся, а точно посетим, потому что мы знаем, что коллеги нас ждут.
Мы собираемся поздравить Ингушский государственный университет с 25-летием и пообщаться с ребятами по вопросам нашего проекта. Сделав несколько памятных фотографий возле Аланских ворот, колонна автомашин направилась прямиком к зданию Ингушского государственного университета, где гостей республики уже встречали согласно ингушским традициям. После торжественной встречи участники делегации направились в лекционную аудиторию, где состоялась презентация проекта «Мир Кавказу». По словам Якова Асланова, проректора по воспитательной работе и реализации молодежной программы Южного федерального университета, главная цель проекта – это взаимосвязь академических сообществ, развитие туристических связей, а также налаживание межэтнических отношений. В этом году мы посвятили автопробег вопросам международной политики России и как она отражается на процессах, происходящих на Кавказе, противодействие идеологии терроризма и изучение истории, культуры народов регионов, тех, которые посещают. Потому что невозможно, исходя из сети интернет, полностью узнать республику, нужно выехать, как говорят социологи, в поле и по-настоящему увидеть, пообщаться. Тогда ты по-настоящему начнешь понимать культуру и быт твоих соседей. Также студенты из Ростова подготовили поздравительный видеоролик по случаю 25-летия Ингушского государственного университета. От лица всех студентов и сотрудников Южного федерального университета поздравляем Ингушский государственный университет с 25-летием. Желаем новых достижений и побед в области науки и образования. Яркой студенческой жизни, наполненной интересными событиями. Благополучия и процветания. С днем рождения! Далее в формате тестирования среди студентов Ингушского государственного университета провели первый этап конкурса «Кавказовед года». Также они приняли участие в социологическом опросе на тему «Россия в системе международных отношений» глазами молодежи Северного Кавказа. Ингушские студенты высказали свое мнение о том, как разрешить украинский кризис. Я считаю, что проблемы, которые сейчас на Украине имеют место быть, они все именно навязаны извне, то есть они созданы с какой-то целью определенной. А в это время в соседнем кабинете проходил круглый стол на тему «Социальное самочувствие и жизненные перспективы молодежи Северного Кавказа». Студенты поднимали волнующие их вопросы, а именно стипендиальное обеспечение, адаптация первокурсников и многое другое. Так как их университет более опытный, потому что он был создан намного раньше, чем наш, конечно же, мы спросили то, что нас интересует больше всего, в каком плане, посмотрели, в каком плане нам стоит развиваться, что лучше для нашего университета, решили для себя, записали. Также и они получили, наверное, от нас очень много полезной, хорошей информации, потому что не все мероприятия одинаковые. Хочу отметить ИНГУ, это очень добро и тепло встретили нас, очень отзывчиво, ребята очень готовы к диалогу, ребята приятные, все очень активные, активно у нас шло обсуждение, я думаю, что на фокус-группе это подтвердят сейчас. Очень приятно работать, когда люди отзываются к тебе. Ты не вытаскиваешь клещами, это не обычная лекция обязательная. Открытый студенческий диалог, приятное общение, обмен опытом, это все было очень прекрасно, спасибо. «Мир Кавказу» – это комплексный проект, который включает в себя научно-просветительский автопробег по регионам Северного Кавказа, летнюю молодежную школу и межрегиональный научный форум. За время реализации программы Южный федеральный университет провел 6 автопробегов и издал 3 сборника трудов молодых ученых. Начиная с 2014 года ИНГУ тесно взаимодействует с представителями этого вуза в сфере образования и науки. В прошлом году был промежуток, когда сменилось поколение обучающихся. Студенты выпустились, им дали путевку в жизнь, и сегодня молодежь вновь знакомится. Новые студенты приехали Южного федерального университета, новые студенты нашего Ингушского государственного университета. Это будущее нашей страны, это будущее нашей республики. Они общаются, они сегодня взаимодействуют. Уже завтра участники научно-просветительского проекта «Мир Кавказу» отправятся в соседнюю республику Северную Осетию и на этом завершат свою недельную поездку по регионам Юга России. А уже осенью студенты и эксперты Южного федерального университета планируют отправиться в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесскую республику, Адыгею и Ставропольский край. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.
Танцы народов России, музыкально-эстетическое развитие, сценки и родной язык со всеми его красками. В детском саду «Солнечная башня» в Назрани прошел семинар «Этнокультурная ситуация в развитии и воспитании детей». Дети продемонстрировали все, чему научились. Это площадка для руководителей, воспитателей, которые могут перенять опыт в разностороннем развитии детей, поделиться своими секретами мотивации и не только. Напомню, детский сад номер 7 в Назрани впервые распахнул свои двери 3 года назад. В образовательном учреждении занимаются 180 деток. В июне «Солнечная башня» готовится отметить свой юбилей. 16 июня нам исполняется 3 года. И мы достигли того уровня, когда мы решили себя показать на высоком уровне, провели такой семинар-практикум. Это детский сад, он работает по проекту «Солнечная». Это не просто название такого, название «Солнечная башня». Это проект, который я разработала и защитила в Пермском крае на научно-исследовательском институте в 2015 году. И по этому проекту мы работаем. Это традиция и культура не только нашего народа, но и традиция и культура других регионов, ближайших, которые живут рядом. Английский бухче, галаймот бухче, логопед, психолог, тайп-тайпара, занятия же ухче. Бирш молодежь до хамду ухче. Ах, кахек бадрия, что бирш-то иш же хамхудатш. تدوح بعشت دواس إن خدش ونستغن أوزبيخ كحش خدش خودز درجي بقدر يعطيك руководитель حجاد سو направлять даже что добудешь بتخمل بابوخ семинары حنت سويلش درسا بيحكا بولش بحاش جج أرياز بر زغلي متخلرة غلي مت حيخش باتش سن خيط مسنيار بيري بيش واخدخ بوخ دحوت طول دا زعميق ماركاديتي داخل حبوا أخذ بولي семинарыш أيزجي геттеркун специалистыш геттеризжирыш. Семинар прошел в рамках плана мероприятий Министерства образования и науки Ингушетии. Такие площадки будут организованы во всех детсадах региона, а их с 2012 года открыто и функционирует 45. Тем самым для детей создано около 10 тысяч мест, не говоря уже о новых рабочих местах. В рамках национального проекта «Демография» запланировано строительство 17 объектов дошкольного образования с 19 по 21 годы. В том числе в 2019 году запланировано строительство 9 дошкольных образовательных организаций. В этих садах будут созданы места, в том числе для детей раннего возраста, по 60 мест в каждом учреждении. Это будет охват детей от 2 месяцев до 3 лет. Данное мероприятие способствует обобщению опыта. Здесь представляют различные мероприятия. Естественно, также тематика разная. В связи с длинными майскими праздниками некоторые пенсионеры получат свои выплаты ранее установленных дат. Как сообщили Почте России, доставка пенсий начнется 3 мая, а в отдельных регионах с 4 и 5 числа. Пенсионный фонд перечислит выплаты тем, кто получает их в первые дни месяца, а также с 9 по 12 число заранее. На банковские счета они зачисляются день в день, так что снять деньги можно будет и в праздничные дни через банкоматы. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.